гости. Артисты за кулисами готовы, все волнуются. Я думаю, вы также за них волнуетесь. Но пора начинать. Есть у повести начало. Это первая строка. Начинается с причала путь по морю моряка. У кручины есть причина, у стихов завязка слов. Начинается зачина, песня, сказка и любовь. Собрались мы вместе, коли, как там баю, чином чин, начинаем с хлеба соли, с доброй песни наш зачин. Не путайтесь с нагрузками. Принесли вам хлеб и соль на посиделки русские. Жива традиция, жива, от поколения старшего. Важны обряды и слова из прошлого, из нашего. И потому принять изволь тот, кто пришел на посиделки, на этой праздничной тарелке из наших рук и хлеб, и соль. Сегодня пришли к вам гости, чтобы увидеть, как вы выросли, чему новому научились. А потому хочу вас спросить, вы готовы показать свое мастерство? Да! Готовы спеть? Конечно! А сплясать сможете? Сможем! Ой, наверное, и сказки знаете? Знаем! А частушки тоже знаете? Знаем! Тогда давайте, начинаем! Oh!
Богдановой Дарьи. А услышите народные песни в исполнении детского ансамбля народной песни «Веснушки» и молодежного ансамбля удмуртской песни «Пумитан». А сейчас выходят на сцену «Веснушки», младшая группа от 5 лет. Встречайте! Вот в таком же возрасте пришли первые ребята в ансамбль «Веснушки». И вот уже 4 года приходят на занятия. Сегодня это основная группа ансамбля. Встречайте, ансамбль «Веснушки». Щебетала ласточка на горе, ой, на горе,
была одна, раз война, так уж война. Мрачный кот приляг в углу, без подушки на полу. Утром кошка поднялась и слезами залилась. Мяу-мяу, нет кота, ни усов и ни хвоста. Засыпала дома был, а проснулась, след простыл. Пошла кошка искать кота. Нет кота на чердаке, нет на старом сундуке, и на лавке нет кота, и под лавкой нет кота, и в кладовке нет кота. Дверь в кладовку заперта. Вышла кошка во двор, а соседи тут как тут разговор уже ведут. Ко-ко-ко, жить с котами нелегко. Гав-гав-гав, у котов ужасный нрав. Кря-кря-кря, кошка замуж вышла зря. Села кошка на крыльце, сидит, лапкой слезы утирает. Убежал, даже лапки не пожал. Вот зачем тут страшный чай? Я сказала, скройся с глаз. Не успела кошка так подумать, как послышались знакомые шаги. Кошка, сидя на крыльце, изменилась вдруг в лице. Неужели это кот? И откуда он идет? Где ты был? Где ты время проводил? Я не ела, не пила, целый день тебя ждала. Я ходил ловить мышей. Сам наелся до ушей. И тебе десятка два. Я донес едва. Почему не разбудил, когда рано уходил? Больно крепко ты спала. Очень поздно спать легла. Хочешь рано уходить? Обещай меня будить. Ладно, погляжу. Может быть, и разбужу. Застели ко мне кровать. Час-другой хочу поспать. Залез кот под пуховое одеяло, положил голову на подушку и сразу заснул, как убитый. А кошка села у него в ногах и замурлыкала. Мяу-мяу, мур-мур, подразнилась завтра кур. Пусть не хочет по-богу, что ушел-то далеко. Мурлыкала кошка, да и сама заснула. Тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота. За кота Котовича, да за Петра Петровича. Хорошо семья живет, дом себе гостей зовет, показать гостям хотят, замечательных хотят. Если жить хотите дружно, то бессовестно не нужно. Из-за разных пустяков подписался Михалков. Треугольная доска, а на ней 3 волоска. Волосок тонкий, голосок звонкий. Балалайка, молодцы! А наши ребята знают песню про балалайку, и сейчас ее вам споют.